В столице Коми снова говорили о вкладе основателя музейного и архивного дела, общественного деятеля и краеведа Андрея Цембера. Он остался в памяти жителей региона человеком, сохранившим нашу историю. Уроженец Усть-Сысольска с 1901 года собирал коми-фольклор, путешествуя по деревням. А спустя 9 лет издал первый русско-зырянский словарь. Потом у него получилось создать сборники коми-сказок, песен, частушек, произведений местных поэтов. Издание этих книг стало большим событием в культурной жизни. Это был образованный человек, очень деятельный. И в 1902 году уже есть прекрасные отзывы о его работе. Юрий Вихман пишет, что в Усть-Сысольске работает Цембер Андрей Андреевич, который собрал фольклорный материал о коми-зарян, сделал это профессионально, качественно и оформил в издание. То есть тем самым уже говорится о высокой отделе. Хотя еще нет музея, еще нет архива, но уже есть потенциал, есть задел, с которым Андрей Андреевич, вот та деятельность его ведется. А когда в начале 20 века создание региональных музеев и архивов стало делом государственной политики, именно Цембер встал во главе этой работы в Коми. Он положил начало областному музею, внес вклад в библиотечное дело, стал организатором формирования архивного фонда республики, спасал уникальные документы 18-19 веков. Дает такое колоритное описание тогдашнего быта, что, в общем, создается впечатление погружения в эту среду. Мы как-то невольно, читая его дневник, вдруг узнаем и о ценах, и о тогдашнем дефиците, и о тогдашних разговорах, и о тогдашнем состоянии жилья, и о тогдашнем состоянии запросов населения, и о том, к чему мы стремились и что не получалось. Первые цемберовские чтения приурочили к 145-летию нашего земляка и к столетию региона. Ученые, родные, студенты собрались в здании дома имени Суханова. Именно здесь когда-то располагались коллекции, собранные Цембером.